Представители Джауэр Кенеш, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Парня, пожалуйста. Вот вы сослались на пленум Верховного суда. Какого года вы сказали? 2004 2004 года. Это пленум Верховного суда рассматривал возмещение, не возмещение, решение вопроса по моральному ущербу по гражданским или уголовным делам. Смысл в чем был? Потому что на сегодняшний день у нас идет, это может быть дальше это остановлюсь, что у нас это раньше в уголовном судопроизводстве рассматривалось, это был гражданский истец в уголовном судопроизводстве. В настоящее время, уже с 2017 года, гражданский иск по уголовным делам не рассматривается отдельно. Раньше было, то есть по уголовному делу рассматривались уголовные дела, ущерб, и это ущерб как гражданский истец отдельно. Сейчас это все объединяется в одном судопроизводстве. Поэтому нас интересует, вот вы ссылаетесь на пленум. На данный момент время-то и время прошло, с 2004 года уже 18 лет, есть многие моменты судебной реформы прошла, многие моменты концептуально были изменены. Вот этот пленум, это в части гражданских дел или уголовных дел? Я вопрос не до конца понимаю. Вы хотите знать, это в части уголовного или гражданского? Я специально привел пример, что раньше вот вы подали иск в отношении статьи 71 Уголовного кодекса возмещения морального ущерба. В 2004 году, вот когда рассматривался пленум, действовал Уголовный кодекс где-то 1997 года, где при судопроизводстве признавались гражданским истцом. И рассматривали уголовное дело отдельно, и это в соответствии. Сейчас в настоящее время гражданским истцом не признается судопроизводство. Насколько реально правильно вы делаете ссылку на 2004 год? Нет, но вопрос же стоит здесь в другом. Вы имеете в виду, что я не могу ссылаться, да, на постановление данное? Но тут же суд рекомендует, как в случае компенсации морального вреда, как себя повести. Давайте я уточню несколько этот вопрос, который был задан представителем Джауэр Кенеша. Он имеет в виду, обобщение Верховным судом осуществлялось какой категории дел? Уголовных дел, в рамках которых происходило возмещение материального и морального вреда, или в рамках гражданских дел? В рамках гражданских дел. Вот он об этом и спрашивал у вас. У вас есть еще вопросы? Да, у меня есть. В каком плане? Значит, если сегодня посмотреть наше судопроизводство, то по гражданским делам моральный ущерб, он не имеет границ. А если брать это в рамках уголовного судопроизводства, то моральный ущерб оценивается от 50 до 1000, это согласно статье 70. То есть, я думаю, здесь неправильно приводить аналогию по данной категории вашего обращения. В чем вопрос? Скажите, уважаемый представитель Джауэр Кенеш, вам сейчас предоставляется право задавать вопросы, а вы пытаетесь высказать свою позицию по отдельным моментам. У вас есть вопросы еще? У вас есть вопросы? Микрофон, пожалуйста. Ведется стенограмма. У вас есть вопросы? Нету. Нету, да. Уважаемые коллеги, задайте. Есть вопросы? У вас нет? У меня есть вопрос. Конечно. Микрофон включите. Да. Вы еще раз четко скажите по статье 23. Вы какие части статьи 23 оспариваете? Сейчас скажу. Часть 2 и часть 3. Нет. Здесь закралась техническая ошибка.
Я Курманбаева потом поправляла. Часть 2 и 4 статьи 23. Что мне Ну, она... Но вы четко прям скажите сейчас в микрофон, что Часть 2 и часть 4. Хорошо. Тогда у меня есть к вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, ну, потерпевший от преступления, он в соответствии с действующим, да, процессуальным законодательством, имеет право требовать возмещения материального и морального вреда, ну, скажем, в рамках гражданского судопроизводства? Да. Если, скажем, его не устраивает, скажем, те нормы, которые были указаны, предусмотрены для уголовного законодательства, Да, имеет право? имеет право. Вот как вы рассматриваете соотношение этих дел? Это, ну, вообще ваше видение, да? Вы же требуете, чтобы гражданский иск в рамках уголовного дела не имел каких-либо рамок, да, Да, которые всё верно. установлены законодательством, да. В то же время вы соглашаетесь с тем, что в гражданском законодательстве этого нет, и вы признаете, что потерпевший может и в рамках гражданского судопроизводства обратиться с соответствующим Всё верно. иском. Правильно, да? Да. И вот как вы на это вообще смотрите, на вот это соотношение? Почему именно в рамках уголовного дела, с вашей точки зрения, да, не должно быть каких-то рамок и рассматриваться гражданские иски по возмещению материального и морального вреда, ну, без каких-либо ограничений? Я считаю, на мой взгляд, что в данном случае, как правило, в уголовном праве тяжкие преступления. Мгм. И, соответственно, от 50-кратного до 1000-кратного размера, то есть максимум 100 тысяч сом получит потерпевший. И это не важно, что было изнасилование, убийство или группа лиц совершено. В итоге с него взыскают всего 100 тысяч сом. Не, вы же говорите, что потерпевший имеет право, вы же соглашаетесь? Обжаловать, да. Нет, Но- не обжаловать, имеется в виду Ой, обратиться обратиться. с отдельным иском, да? Да. Опять же, скажем, по тем же событиям, да, которые связаны с преступлением, Да, которые я согласен. но- связаны с нанесением. Вы же говорите, что он, в общем-то, может, да? Да, но в то же время суд, зачем ему обращаться по гражданским искам, если суд может в первую очередь сразу же вынести решение? Ну, ваша позиция понятна, да? Теперь следующий вопрос. Да. Вам известно содержание статьи 40, да, по-моему, да, Уголовно-процессуального кодекса? Нет. Неизвестно? Ну, я вам тогда попробую сейчас разъяснить. И для нас важно, чтобы вы высказали по этому поводу свою позицию, да? Хорошо, конечно. Значит, вообще преодоление последствий преступления важно не только для потерпевшего, а для всего общества и для государства в том числе. Мгм. Поэтому в статье 40 сказано, что если потерпевший не может возместить преступник, да, осужденный, не может возместить моральный и материальный ущерб, то это делает Кабинет Министров из специального фонда, который создается специально для этих целей, да? Вот как вы рассматриваете в этом смысле, да, присутствие каких-либо, вот, я не знаю, рамок, да, как вы говорите? Или этот специальный фонд, который создается правительством, должен иметь настолько неограниченные возможности, с вашей точки зрения? Потому что оно так и гласит, я вам даже его зачитаю, да? В случае невозможности возмещения материального ущерба или морального вреда за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного, возмещение материального ущерба или морального вреда потерпевшему производится за счет специализированного фонда в порядке, определяемом Кабинетом Министров, то есть за счет государства. Я вам объяснил почему, да? Потому что преодоление последствий преступления – это не только дело потерпевшего. Это важно для всего общества и для государства прежде всего. Поэтому он на себя берет вот такие обязательства. Мы не будем сейчас говорить, насколько это осуществляется. Мы будем говорить о том законодательном замысле, который заложен вот в Уголовно-процессуальный кодекс. Как ваша позиция по этому поводу?
То есть, извиняюсь, вы хотите сказать, что... Нет, так- я имею в виду, вот вы оспариваете установление рамок, да? Рамок, я имею в виду ограничение в сумме возмещения Да. морального вреда, именно морального вреда, материального там нет ограничений, да? Морального вреда для потерпевшего, вот вы считаете, что преступлением, да, это не должно устанавливаться, поскольку его это может быть несоразмерно. Я вам говорю, как вы смотрите на установление этих рамок с точки зрения позиции, да, законодателя, который устанавливает, учитывая вот те ценности, о которых я вам сказал, устанавливает, что если за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного это невозможно, это должно сделать государство. Это должно сделать государство. И это прямо прописано в уголовном законодательстве, в уголовно-процессуальном законодательстве. Я вам даже сказал, 40-я, да, статья? Если вам нечего сказать, вы не обязательно... Нет. Не то, что Нет? непонятен. С точки зрения законодателя, вы говорите, да? С точки зрения законодателей я бы сказал, поскольку, да, вот установление рамок, я хочу, чтобы вы высказали свою позицию относительно установления рамок и того обязательства государства, которое прописано в УПК относительно возмещения ущерба потерпевшему, если это не способен сделать обвиняемый, как правило, так и происходит, да, обвиняемый там, осужденный. Я с этой точки зрения рассматриваю. Спрашиваю вас, когда это касается обязательств государства, да, это наш общий бюджет и установление вот рамок с этой точки зрения, как вы смотрите на это, тоже должно не иметь каких-либо ограничений в этом смысле. Ну, по этому вопросу я ничто не могу сказать. Это очень глобальный такой вопрос, на мой взгляд. По-моему, очень простой Да, даже. не настолько Ладно, хорошо. глобально. Нету вопроса, да? Присаживайтесь. Спасибо. Ага.